Это агент Леланд Турбо. Срочное сообщение для агента Финна Макмисла. Финн, меня стали подозревать. Все накрылось капотом. Но я такое успел обнаружить. Ничего подобного мы и представить не могли. Все разведки мира в неведении. Финн, нужна помощь. По возможности скрытная, без армии и флота. И будь осторожен, здесь небезопасно. Шлю координаты на спутник. Удачи. Исключительную ценность. Понятно. Эй, профессор, смотрите! Вот английский шпион, про которого мы говорили. Ага, попался на том, что совал свой паспорт, куда не просят. Агент Леланд. Должен признать, круто ты нам пудрил капот. Мы не любим таких ловких. Эй, что смешного? Пришло на ум, я всего лишь маскировался, а вам в этих кузовах всю жизнь ездить. Алинол? Ну, спасибо, я слышал, полезная штука. Полагаете? Верно, сам по себе Алинол ist gut. Но я обнаружил у него любопытное свойство, которое вас не обрадует. В потоке импульсного излучения он становится опасен для здоровья. Улыбнись в камеру. Только улыбнуться? Могу сплясать. Ты очень интересовался камерой на нефтяной платформе. Радуйся, ты вот-вот узнаешь ее секрет. Вы так добры, профессор. Вчера тебя видели в обществе многих тачек. Кто из них твой связной? Твой конструктор. Ой, а может быть слесарь-сборщик. Оба пьяницы, поди их различи. Можно я начну, профессор? 50% мощности. Как вы поняли, никакая это не телекамера, а излучающая антенна. Как насчет нее? Может, она твой связной? Чувствуете, как Алинол начал вскипать? Камера сгорания, в конце концов, не выдержит чудовищных нагрузок. Выражаясь языком обывателей, она лопнет. Ты общался с ним? Ему передал? Ну и что дальше? Заменят мотор и дело с концом. Справедливый аргумент. Но после взрыва двигателя при 100% мощности его будет не у кого менять. Может быть, это? Отвечай. Also gut. Это их агент. Вас понял, профессор? Нет. Jawohl. Он передал о нас информацию крайне деликатного свойства. Я ручаюсь, они не успеют воспользоваться. Наш план остается в силе. Нужно найти второго агента. Кончай с ним.